Те республикадин муфтиятин получияр кабулайдалай гюгнис, муниципальный районный Нариман Абдулмуталибов, районный собрандин председатель Штибек Мухаммедханов, ва образование управление Клявайбор, Эмин Хурин школадин Этигун Ролхана. Калахар физвай галарих калас Танишхана, классра кабинетра какена, пешекарих калас сехбетарна. Район дин Зарба Этигунар физвай гал раиш есть республика дин телевидение дин РГВК канал дин журналистарния танвай. Школа дин Этигунар физвай галдикай муниципальный район дин Крил Нариман Абдулмуталибова, Имин Хрин школа дин директор Рахман Османова, ва капитане Этигунрин управления начальник Низами Асланова час интервьюяр Гана. Вот в некоторых районах даже торги не начались, как у вас уже концерт. У нас практически эти вопросы решены. Ну, как видите, работает огромное количество рабочих. Как и планировалось, к 1 сентября школа будет функционировать. А вот насколько нуждалась эта школа для Тюркменского района? Вы знаете, это село одно из крупных сел. Здесь практически нет социальных объектов, здесь нет детского садика. Есть спортзал, построенный силами сельчан, администрации, оборудованное помещение. Есть лечебное учреждение, есть музей Этима Мина, но нет детского садика. Село крупное, оно возникло после землетрясения, переселенцы организовали село. Здесь проживают выходцы 6 горных сел. В 1966 году была построена сборная щитовая школа, но она давно исчерпала свой ресурс, уже 3-й срок. Было решение суда о запрете заниматься в этой школе. Данный проект возник еще в 2010 году, было согласовано с тогдашним руководством республики о строительстве школы на 400 мест в селе Иминхлюк. И в 2013 году должны были завершить. Но, к сожалению, в силу объективных, субъективных причин выделялось по 5-10 миллионов, поэтому эта школа превратилась в долгострой. Но сейчас, как вы знаете, данная школа нашего района попала в проект 8 школ Васильева, главы республики. И вот сейчас есть финансирование, с финансированием проблем нет, есть некоторые проблемы с соблюдением строительных норм, не всегда возможно найти песок, такие мелочные вопросы есть, но совместно с подрядной организацией мы решаем эти вопросы. Школа, что нового предусмотрено, чем старая? Вы знаете, старая школа это сборная щитовая, это просто был учебный корпус. Без актового зала, без пищеблока, без спортивного зала, без благоустроенной территории, без элементарных условий обеспечения учебного процесса, без кабинетов, без туалета, без спортивных площадок. А в этой школе предусмотрено все. Вот вы убедились, хороший актовый зал, светлый, на 220 человек, хорошая кухня, то есть организован пищеблок хороший, привезена и холодильные установки, и печи. Осталось несколько классов докомплектовать, привезти компьютеры, привезти оборудование для трудового обучения, для класса трудового обучения, но мы согласовались с подрядной организацией ближе к августу это привести, потому что обеспечить нужно сохранность и так далее, и так далее. В настоящее время одновременно со строительством спортзала, завершением строительства спортзала идет вопрос подготовки учебного корпуса к сдаче. Определены ответственные за каждый класс, классные руководители, районное управление образования, управление капитального строительства как заказчик данного проекта. В общем, работа кипит, надеюсь, без сомнения, 1 сентября школа будет функционировать. А ежедневно у вас совещания сегодня? Практически ежедневно. И на территории школы. Ежедневно они мне отправляют по WhatsApp фотографии школ, фотографии того, что сделано. Ежедневно. Есть утвержденный план мероприятий. По плану мы идем. Было чуть-чуть отставание, но догнали, пригласили дополнительную трудовую силу, привлекли в школу. Ежедневно они меня отправляют, если ежедневно мне не получается выехать с районного центра в данное село, ежедневно они мне отправляют фотографии того, что сделали.
А насколько, что даст для именно данного селе, ближайшее село тоже, наверное, идут? Не, ну ближайшие села не пойдут, ближайшие села, чтобы пойти, нужно автобусное обеспечение организовать. В ближайших селах, конечно, старые древние постройки учебного корпуса, но это же село одно из крупных сел района. Здесь не было школы, без никакой инфраструктуры, была школа сборно-щитовая. Это дает очень многое. Во-первых, это красивое современное здание. Во-вторых, все кабинеты оснащены, будут оснащены. В-третьих, это ребенок может реализовать свои способности, имея все возможности. Ну, без актового зала школа была, да, без спортзала была школа, без пищеблока. Мы как-то более-менее организовали, но сейчас это современнейшая школа, это благоустроенная территория будет. Ну, все условия будут созданы для проведения учебного процесса. 1 сентября, 1 класс, сколько детей пойдут? И по-доброму специалисты, имеются в виду учителя, педагоги, которые нуждаются в такой школе, нужны хорошие педагоги, специалисты. Вы знаете, школа неплохая, есть традиции устоявшиеся в этой школе, есть хорошие педагоги, которые завоевывают ежегодно призовые места на районных, межрайонных, республиканских конкурсах. В общем, в школе неплохо ведется учебно-воспитательный, учебно-образовательный процесс. В этом году пойдут в 1 класс более 30 детей. К сожалению, демография за прошлые годы, тенденция была к ухудшению, есть миграционные потоки. Большее количество жителей этого села выезжают из-за школы, в частности. Конечно, когда условий нет, родители сейчас 21 век, они хотят жить в более комфортных условиях, чтобы дети обучались в более уютных залах. Конечно, выезжая за пределы республики, в основном они выезжают в Ханты-Мансийский округ, они забирают свои семьи и детей тоже. И в частности из-за школы тоже. Школа сама рассчитана на 400, но около 400 детей пойдет в этом году в школу. Свыше 30 первоклашек. Первоклассники. Свыше 30 детей первоклашек. А определены классы, определены педагоги? Определены педагоги, классы тоже определены. К сожалению, я, как выше говорил, у нас в этом селе отсутствует дошкольное образовательное учреждение, детский сад. К сожалению, вообще с 1966 года не было здесь детского сада. Конечно, сейчас тяжело по-новому в ГОСу ребенку в 1 класс идти, он должен владеть и русским языком, определенные навыки должны быть у ребенка. Но педагоги в летнее время по специальной программе занимались с детьми, психологи занимались, определены были несколько учителей по району. Я думаю, таких больших проблем с первоклашками у нас не будет. Трудно было вот щитовых зданий? Да, на самом деле школа была, как сказано, построена в 60-х годах, в конце 1966 году. Сборное щитовое здание было. Очень трудно было. Там прямо, можно сказать, школа была рассчитана на 12 лет. Обслуживали здесь, можно сказать, 4 срока подряд. Школа была, как можно сказать, на честном слове держалась. Мы неоднократно нас снимали. Да, мы неоднократно написали аварийные, полы проваливались. Так, можно сказать, обрушивались местами, потолки, стенки расходились прямо, гнили полы. Все это создавало очень неудобные условия для дальнейшей работы. Сколько у вас педагогов работает? Так, в настоящее время в школе работает 50 педагогов, 22 техработника, всего общий коллектив 72 человека. В данный момент в школе работает здесь прямо все педагоги, силами педагогов, технического персонала. Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы дети сели за партами в новой школе со всеми условиями. Что делается в данный момент? В преддверии открытия новой школы силы администрации асфальтированы прилегающие территории школы, прилегающие 2 улицы. Еще намечается еще 2 улицы до открытой школы, оставшее время асфальтировать. Так, имеется план. Знаки поставлены. Да, знаки поставлены перед школой, чтобы соблюдать
можно сказать, правила дорожного движения и так далее. Все. Искусственные ровности, Да, что мы все, что делаем, чтобы все классные комнаты, все это территория школы соответствовали требованиям Санпина. Что вот в этом школе нового, что вот необычно других школ будет ноу-хау? Здесь просторные кабинеты, широкие, красивые, классные, это можно сказать, комнаты, кабинеты. Еще можно сказать, здесь имеется современное оборудование, завезена новая мебель. Так, первый, вот парты, новая мебель, первый парты, так столы, стулья, наглядные пособия, так доски, так еще что имеется, компьютерные классы, оборудование. Так, здесь имеется современное, можно сказать, это оборудование пищеблока, который нигде аналога не имеется, такое оборудование пищеблока. спортзал, чтобы... Спортзал уже вот-вот к концу этого месяца, может быть, завершим строительство. А спортзал что имеется? Отдельные душевые кабины, раздевалка. Короче, все, что необходимо, чтобы начать... Такого никогда не снилось. Такого даже, можно сказать, во сне нам не снилось. Очень рады родительские общественные школы, педагогический коллектив школы. Они приходят заранее, смотрят, где их дети сядут 1 сентября, заранее, им даже не вторпешь, они хотят увидеть, смотреть. Родители приходят, смотрят вот эти классы, оказывают посильную помощь с их стороны. Сейчас по утвержденному плану районного управления образования мы работаем каждый день по... Вот я, извиняюсь, с утра у вас глава в школе. Каждый день здесь в школе и глава администрации, и районное управление образования, и со всех каналов приезжают гости снимать. Мы поэтому делаем все, что от нас зависит, чтобы 1 сентября наши дети сели за партами в новой школе. 1 сентября день знаний, чтобы совпало с днем открытия новой школы. Какая территория и какова сейсмика, Санпин, новая школа? Есть такого типа школ в Южном Дагестане? Ну, у нас зона, 9-бальная зона по сейсмике. Ну, школа, естественно, была разработана проектная смета документации в соответствии с 9-бальной зоной сейсмики. Ну, эта школа современная. Таких школ, честно говоря, в Южном Дагестане пока нету. Это одна из первых школ, которая построена по всем строительным нормам, санитарным нормам, всем требованиям законодательства по строительству Российской Федерации она соответствует. Территория нашей территории, вот было время, когда все захватывали земли. Ну, спасибо, можно сказать, коллективу этой школы. Они сохранили свою территорию. Здесь 1,6 гектаров земли сохранилось. Достаточно для этой школы. Школа на 440 ученических мест. А вот 1,5 гектара озеленеет, обустроит? Ну, это, конечно, это она все в проект входит. Ну, озеленение, там все входит, но просто мы к 1 сентября, к сожалению, не успеем, у нас жарко, это не, у нас не время озеленение делать, но мы его уже в сентябре, в октябре, в ноябре будем потихоньку делать озеленение. А вот себестоимость сколько по проектному? Ну, проектная стоимость этого объекта 250 миллионов. Сколько было освоено и сколько начала этого? И... Ну, начало строительства было начато в 2010 году, проектные сроки строительства 2013 год. Ну, из-за нефинансированного объект стал долгостроем. Вот последние 97 миллионов, которые должны были, нам необходимо было для завершения, в этом году нам были выделены, это 97 миллионов. Из них 30% мы получили, где-то 29 миллионов. Ну, подрядчик работ не останавливает, работа проводится. Ну, к 1 сентября с помощью Аллаха мы его завершим. Ну, на сколько процентов уже готова школа? Готовность данного объекта где-то свыше 95%. Остался мелкий? Ну, у нас остался спортзал. Вот сейчас идет перекрытие.
фермы все готово, а отделочные работы идет, штукатурка, все материалы завезены, учебные мебель тоже завезено, оборудование. Здесь все автономно, электричество, водоснабжение, пожаротушение, вот новое. Да, это два резервуара, они пожарные по 200 кубов, общей емкостью 400 кубов. Они используются как для накопителей воды и как пожарные резервуары. Ну, с водой, естественно, проблема в районе. Ну, свою башню здесь стоит. Ну, водонапорная башня есть, да. Ну, мы сейчас вот с руководством здесь решили, пригласим геологов, будем скважину бурить. Ну, это все. Да, как бы запасной вариант, что когда в селении не будет воды, чтобы школы не было. А электричество, да, тут есть резервное питание. По станции. Есть, конечно, трансформатор подстанции, и есть резервное питание от генератора на 160 киловаттный генератор. Если школа обесточит, все равно будет... Да, это, по-моему, третьей категории объекта, там должно быть резервное питание, или дополнительный фидер, или автономное питание. Автономный у нас дизель, генератор. Thank you.